Уи ашәҟәыҩҩцәагьы ирҩхьеит, афилософцәагьы ирҩхьеит, са саамҭа иаҳа еиӷьын-ҳа, уи ностальгиоуп. Аамҭа ианбзиа ыҟоуп, ианыцәгьа ыҟоуп, ҳара ҳабацәа агьи аибашьра ду рхаргеит. Ҳара уажәтәи ҳаибашьра ду ҳхаҳгеит. Ҳара ҳиашан ҳаԥсадгьылаз ҳаибашьон, ада-ԥсыхәгьы ҳамаӡамызт. Уи са сымацара сакәӡам, аԥырцәа рымацара акәӡам, агьи афронт аҿы иахьадгылоит. Аибашьра ицорыз зегьы, аибашьра узыршьо удыруеит. Аха ицорыз зегьы ус ргәы иаанагоит, са срышьӡом ҳәа. Аха аԥсҭазаара аибашьратәы алацәажәара цәгьуп, аха уаламцәажәаргьы ҟалаӡом, ииашамгьы уҳәар ҟалаӡом аибашьраҿы. Аныхаҿы уаннеилага аиаша шуҳәо еиԥш, аибашьраҿы уи зегьы иԥшны ирбаӡом. Аполитикаҿгьы ус иҟоуп. Ауаа иԥшны ирбаӡом, аха иубаз иуаҳазоуп. Ацәмаҭәала ицәаӷәон усами, нас акәаҭана цәырымҵи, ани аб исымш аҷкәыни хәҷык рҳәо еиқәымшәашәа иҟалоит, аҷкәын иҿыцу дашьҭалоит, атехнологиақәа рҽырԥсахоит. Ҳара ҳабацәа, ҳабдуцәа, урҭ рабацәа аамҭа иацымныҟәозар, иахьанӡа изааиӡомызт. Атехнологиа ҿыц анцәырҵлак иргон, абри дара рдоуҳа иареи еиқәшәо иҟақәоу зегьы рыдыркылон. Уи ишԥаԥырхагои ибзаз ашьаҳа имариахар иԥсҭазаара, уброуп аԥсҭазаарахь иҟоу. Бас ԥшьба-рҿы сантәаз еиԥш, саб ҳабацәагьы, саб иҩызцәагьы ашьха аԥхын, ашьха арахә карымцоз ашьха ицон. Убри сышықәса сцар сҭахын, ԥшьба-рҿы сыштәаз еиԥш, уахынла дара шырпозицион ишылашьцаз шымҭаншаанӡа игыланы ицон, ауха сҽазыҟаҵан, сыстала сҽеибыҭан, сҽеилаҳәан, сыҽӡаны срышьҭаланы сцеит. Срышьҭаланы сцеит, аха ԥыҭк ирацәаны ҳаныҩаскьа, абнарахьагьы ушьҭа ашьха уаҽнак хәлаанӡа ицон блабырқәа арышьха. Ушьҭа абнарышҟагьы ԥыҭ ҳаныҩаскьа хараны, нас сшәо салагеит ушьҭа. Шьҭахьҟагьы сызцом, амҩагьы сыздыруам, ушьҭа ԥхьаҟагьы, арахь даргьы срыцәшәон. Нас ианаму сцәырҵыр акәхеит, сцәырҵит. Ҳаурҳәеит, ари дабаанагари, ушьҭа сасырхәа хәҷы асаби ӡӷаб хәҷык. Ари дабаанагар ҳәан ирулагьы убрахь ҽык сакәдыршәын, агьын сыргеит. Изхысҳәаа убри сара сзыҳәан иреиҳаӡоу ҳамҭоуп, нас абри аԥсуа ашьхақәа, убри саб сицны сахьцалоз, сахьигоз. Сара саб ҷандар ицаны дыдрыԥшьныха инхоз дқәит аколхоз ахь сшымнеиуа. Колхоз ҟарҵаразы ажь шкәак акаҷыҷ ыҟан, ажь еиқәаҵәа ыҟан, аекскаватор жәпа ааганы абри адгьыл абни ажь ыҵхны ихкарыжьуаз, дылбиуит сара абри ҩыза рыцҳара иҟарҵо, ахаан хир амҵӡо, ари ҳа ҳаиқәзырхәо акәӡам, ари ҳа ҳаихазҳәо акәӡам, сыршьозар сашьаат ари саллаӡом ҳа, убасҟан дылбиуит. Шназаҵәык иаб ишьиԥа бригадирс дыҟан, абыржәы Қарҭынтәигьы иҟоуп, Аҟәантәигьы иҟоуп, иааины иангәарҭуа абри ачеиаҿ ухгыламзар, сакны аасыршьот ҳәа иеиҳәеит. Ну, сан излалҳәо днеин убра дыхиалан, шәара шәнеина абас бӷьыцк ачаи ҿухз иҿихит, дыхиалан, нас иааин данырба, аус иуат рҳәан, ицеит, бар ҟалаӡомызт аколхоз. Сыԥсыҵәҟьандаз абри сақәымшәанда ҳәа, сгәы ианаанагаҵәҟьаз, Қарҭ ҳанца, усҟан ахԥатәи секретар Иннокентиев ҳәа дыҟан, ҳанидикыла, шәара шәызҵаара ӡбы шәамаӡам, наҟ шәдәылҵны шәцани ҳәа, убра Ленин ипамятник, Қарҭ секаԥхьа Ленин ипамятник гылоуп. Абри Ленин ипамятник иҽҳәатәаны амла шрамлак раҳҵеит. Советский Союз имаҳуазҟоуп, ԥшьшьык ауаа, Рома, Сарат, Ҭемраз, Лаврент, ԥшьшьык ауаа, амна Ленин иаԥхьа ҳнеины ҳтәеит ухаҵкьыса. Даара крызҵазкуаз, зыхьӡ Аԥсны ирдыруаз абду дсыман. Иаҳа-иаҳа аамҭа цацԥхьаӡа сара сзын иаҳа-иаҳа дысзааигәахон. Иара дҳақьымын, нас ауаа ухыҽны ҩнашә илагылан, иааимыхәшәтәыз чымазара ыҟамызт ҳәа сгәы иаанагон. Аха ахаан аԥара игаӡомызт. Уигьы даара акраҵанакуан. Ԥаракәым ҳамҭакын ирҭалак драцәҳауан. Абри аахәан ишԥаажәгоз ҳәа.
идикылаӡомызт. Убас даара дуаҩы цқьан иара. Иара нас дунеи иԥсахҭагьы уахык сыгьныцуан еиԥш сааҿыхеит цәала-жьыла иснырт абри суадаҿы сахьыцәо сабду дыҟоуп. Нас азнаказ сшәеит, нас изызӡари саб дахьышьҭаз ашә снасын даасырԥшын, абас избаз сҳәеит, иҟасҵои сҳәан, ҩык уаткак аашьҭыхны анышәынҭраҿы уцаны икаҭәеиҳәеит. Абри ақьырмыт џьарак ишьаны иҟоуп. Абри ашьараҿы ахы ашьара икылакылоуп. Иара амаҭ, нас ахьӡ рҳәаӡом аԥсуаа, аҳәаза рҳәот. Абри аҳәаза убри ихшьуп. Абас ҩба метр иҟазар ҟаларын, амни ихшьуп убра. Ашәақь аашьҭысхын, снеин сеихсны сшьит. Исшьит, аха даара исгәамԥхеит иахьыҟасҵаз. Сышшашаз ақыҭаҿы нас уа аԥшьыни жәабаа зхыҵоз хҩык ахацәа ыҟан, дара ҿыхаз-хазы снеит, рыхҩык-рагьы ирҳәаз акхеит, уабду идырра уиҭар рҭахын, уара иҿахәыҵәеит рҳәеит, абри иуиҭарц ииҭахыз рҳәеит. Убри иахьа уажәраанӡагьы сгәы иалоуп убри иахьыҟасҵаз. Хәыҷра бзиамзи аха ҳазысҳәо, усҟантәи аамҭаҿы акала иҟан. Усҟан ҳаз зегь ҳаиԥшын. Зқьҩык рҟнытә иаӡәызжәак абас ҽакала шәиаҳа ибзианы дырхо егьи акәымзар, егьырҭ ҳаз зегь ҳаиԥшымзи, иаҳшәыз ак акәын, иаҳфоз ак акәын. Обнимая небо крепкими руками, летчик набирает высоту. Тот, кто прямо с детства Усҟан ус иаан актәи акурс аҟны аԥыруалагон уҳәала. Нас иашаҵәҟьаны иухашҭӡом, ихеиԥш избалалшәоит уи аҽны. Погорелов аэродром ыҟан. Адәыхьтәи аэродром ахьӡуп, уи абас абетонагьы иқәҵаны иҟаӡамызт, уа адгьыл аҟны акәын ҳхыԥроз. Самолиот хәыҷқәа ыҟан усҟан реактивни ҳәа, Ил-29 ахьӡын, Чехиа производство. Ус иҟан ҩынҩажәабантәи аинструктор дуцны уирԥрон, нас ухалуԥрырагәан. Вот инаамҭаз сԥрит, уи актәи аҩбатәи акурс, нас ахԥатәи аԥшьбатәи акурс уи ҳазқәтәаз ҳаирплан кәырӡӡан заҿакын, урҭ даара иуадаҩын, ицәгьын, аҵарагьы ицәгьын, даргьы иӷәӷәан. Абри агәеиҵыҵрыҟоуп, нас сымацара сцаҵәҟьома, нас абри ԥшак анааслак, ами аԥсҟы иукәа нааҵаслак, ами ишыҵәахны ҭатәома ҳагьы, нас ухәыцуеит, ус иҟоуп, зегьы иҳахьуан ус. Нас умацара уааины унпалаи, абри хәымтә уеиҳаны усыҟазаазҭ, хәымтә уеиҳаны хубот, абри адунеи зегьы ирутәызшәа. Сҩызцәеи сареи ҳаицалгеит, хышәҩык ҳахрыдыркылаз, хышәҩ жәохәҩык ҳахрыдыркылаз, аԥырра аганахь илхын жәохәҩык ҳауп иалга. Агьырҭ зегьы ирыдыркылазгьы, ами исҳәаз аҷкәынцәа иаанхаз ыҟоуп, штабной профиль ҳәа иҟоуп, аԥырра азин умаӡам, арра уаанхот, мзар аҩныҟа ицақәаз, абас хынҩ жәохәҩык зегьы ҳалгеит. Иааҟаз зегь аартра. Избан акәзар, сара Москва раԥхьаӡа санца жәашықәса схыҵуан. Иара иаазбоз зегьы, нас убриаҟара театр бзиа избон, са сзыҳәан аспектакльқәа зегьы аартран, избан акәзар, аԥсуа театртәи аспектакльқәа рыда сара асценаҿы аспектакль сымбаӡацызт усҟан. Ҳәарада, насгьы убри аҩыза аамҭа сақәшәеит. Ефрос иаамҭа, Любимов иаамҭа, Ефремов иаамҭа, Волчек лаамҭа. Нас Урыстәыла зегьы атеатр дбум шырҳәо еиԥш, ханҩажәабатәи ашықәса рызбжазы убас еиԥш иҟан. Еицасны акәын аспектакль ҿыцқәа, аформа ҿыцқәа, аԥшаара ҿыцқәа.
ҿыц ицәырҵыз ыҟан атеатрқәа уаҩытәыҩса Бедетель, усҟан Ленинград ахьҭаны Санкт-Петербург, зехьынџьара Мельтенис театр Поневежес, даара ибзиан Свердловск, уажә Екатеринбург ахьӡуп атеатрқәа рацәаны, акиностудиа бзиа Ануаҟа, Одесса, ҳарҭ актәи аҩбатәи акурс егьынас ахԥатәи ҳаннеи аспектакль бзиа ҳбоит ҳәа ҳанцоз ыҟан Поневежес, ҳанцоз ыҟан Свердловск, ауаҩы данҿо амегаполис аҿы иибо иаҳауа даара инаҭоит аԥсҭазаараҿы амч, нас егьа иуадаҩзаргьы убри даиааиртә еиԥш, игәы камҳартә еиԥш, иҩныҵҟатәи идунеи арҭбаауеит, иарбеиоит, зны-зынла иҟамло адәахьы уиаҟара цыфа имоургьы, амни иҩныҵҟала доуҳатә цыфа иҩныҵҟантәи амч ааигартә еиԥш иоуеит алшара. Афон ақалақь адепутатцәа убриазы аҳәара аадырԥшит, абри ақалақь аҿы Леон аҩбатәи ибаҟа аргылазарц. Уи нас Леон аҩбатәи анаҳҳәо уажә ихаҿсахьа ҿаҿаӡа аӡәы инапаҿы иакымзар ҟалап, аха нас аҭоурых иара атәаҩуеит, иара атәыҳәоит, ихаҿсахьа аазырԥшыша абаҟа аргылахуеит, ҳаскҩы аанагоит. Уи асимволхаргьы иудыруа ираҳажәлар еидкылар, иаӡәыкны ирыҟаҵара. Ҳрамра ҟамло, гәык-ԥсыкала аиразра ҟало, анцәа ҳашаз иҟаиҵааит. Убасшәа ҳгәы иабоит, депутатцәагьы убас ргәы иаҭахуп. Анцәа ҳашаз иҳәар, убрахь ҳазкылсуа анцәа иҟаиҵааит. Вообще, до сих пор мы все не знаем, каким образом у нас оказалась фамилия Гагулия. Но это издержки истории, будем так говорить. Один из достойных Дзохипа – это тот, который по описанию нашего великого ученого Дзидзария не пускал абхазов в махаджирство. Это, я думаю, сегодня, когда у нас проблема махаджирства обсуждается в разных вариантах, в разных вариациях, и если бы были бы такие, как он, еще несколько человек, может быть, часть Абхазии у нас осталась. История выдвигает личности, она создает какие-то определенные условия, в которые неординарные личности находят себя и становятся личностями. На сегодняшний день мы можем убедиться, что личность Владислава Григорьевича, которая сегодня смогла сделать так, чтобы сплотить народ, возглавить народ. Вы знаете, только люди, не понимающие, что может случиться, могут жертвовать чем-то, но люди, которые предопределяют свою историю и знают, что их цель победить, это личности. Вот как личность он победил 4-миллионное, 5-миллионное государство, не имея на это никаких ни средств, ни возможностей, но как личность он смог найти ключевые точки, от чего он должен был отталкиваться, от воли народа, от мужественности народа, в борьбе за справедливость. Это личности. Может, мы идеализируем наше недавнее прошлое, там, советское, постсоветское, но
Мне кажется, что тогда было все понятно, все проще и правильнее. С другой стороны, это огромный шанс извлечь какие-то уроки. Если мы в ближайшее время не изменимся, в целом, и мы особенно в частности, здесь у себя дома у нас не будет будущего, как и не будет будущего у всех. Понятно, что наши ресурсы крайне ограничены, и запаса прочности того, который есть у этих больших, многочисленных, экономически сильных и процветающих государств, такого запаса прочности нету. Но это из материального, а из нематериального совсем недавний пример. Наша война, когда силой духа мы доказали всему миру, мы доказали в первую очередь себе, что мы можем противостоять всему миру на самом деле. Красота у каждого народа своя красота. Вы знаете, что то, что красиво для одних народов, может быть безобразно для других народов. Да? Но для меня прежде всего красота – это гармоничные соотношения. Это и есть красота. Меня интересует объективная красота, а не субъективная красота. Все-таки красота, которая могла бы быть понятна большинству. И так сложилось в народе, что то, что может быть практично и полезно, может быть и красиво на самом деле. А в Италии, знаете, что меня поразило? Сикстинская капелла Микеланджело. Она меня просто разозлила. Вот она была такая сильная, мощная, такая совершенная, что я сказала, да елки-палки, мне хотелось просто... Вот настолько она меня разозлила, просто взбесила. Вообще Микеланджело я обожаю, считаю, что он был лучшим. Потому что потом, когда я посетила музей Уффици и увидела остальных художников, даже Леонардо ошибался. Я уже не говорю об Боттичелли и остальных художниках, которыми я восхищалась. У Микеланджело все было безупречно, но его совершенство, оно меня просто бесило. Вот я не знаю почему. Оно раздражало. Оно совершенно нечеловеческое. Это абсолютно, это титан вообще нечеловеческого происхождения. Бывает так, что в экспозиции та или иная работа, которая проигрывает, скажем, даже по своим таким творческим каким-то там моментам, но в экспозиции она, скажем, среди 3 работ или из 5, она будет смотреться хорошо, она поддержит экспозицию. Потому обычно, я так во всяком случае делаю, я если подбираю, вот, скажем, выставку свою будущую, я всегда смотрю именно с этим учетом, потому что пространство, которое там формируете пространство из своих картин, оно определенным образом совсем иначе действует на зрителя, чем ваши же работы, скажем, в мастерской, на мольберте. Каждая в отдельности она может хорошо. Даже расставленные вдоль стен в мастерской, они вместе вроде бы хороши, но приходя уже в выставочное пространство, они меняют свои свойства во взаимоотношениях между собой. Потому надо очень тщательно всегда подбирать вот эти тройки пары, был бы Альбрехт Дюрер, возможность, я вот к нему, а в возрожденческий, в Чинквиченто, скорее, даже вот 14-15 век, это, естественно, Боттичелли. Вот к этим, потому что, хотя бы я в любому пошел бы, потому что как они это все писали, невероятно, трудно себе представить картина, вот, например, Тициан, 8×5, это не холст, это доски, огромная, вот эта доска, и на ней, вот эта вот
Асунта, да, Вознесение Марии. Как это все? Как это сделано? Это невероятно. Это просто один пример. Я помню, мы пошли в церковь, комсомольцы, пионеры, там, специально, не потому, что мы очень верующие были, и специально пошли, специально целовали этот образ. Тогда это так вообще было, ну, пионеры или там комсомольцы, это можно представить. Да? Это такой был жест. Вот нам хотелось все вопреки. Ну, мы же все там немножко битломанами были и так далее. И газета «Неделя». То есть надо понимать, что в советское время что такое пресса. Да? Пресса — это, считай, то, что там напечатали, это не как сегодня. Сегодня могут одно напечатать, другое. А тогда это было как бы официальное заявление, считай. То есть это чугуном отливалось. Абсурд как раз это солнечный, живописный ландшафт и какие-то вот эти встроенные фрагменты разрушительные, да, которые там вот орудия, ну и все, что связано с этим. Вот этот абсурд. И когда он еще больше увеличивается, когда ты, например, я сегодня как раз вспоминал, здесь идет такое смертоубийство, да, а здесь пролетает пассажирский самолет, и ты живо себе представляешь стюардессу, которая уточняет, чай ты хочешь или кофе и прочее, прочее. И вот это абсолютное какое-то несоответствие и жуть того, что происходит. Отчетливо помню времена, когда нашим абхазам приходилось силой захватывать дома, которые были распределены уже под грузин. Понимаете? Это все отражалось, это все накапливалось. Вот. 89-й год, мне было тогда 14 лет, я очень хорошо помню 89-й год, помню события, которые на нашей площади происходило. Это вот такой был, и такой был тоже довоенный, конечно, Сухум. У них была своя тема, своя задача. Они понимали, что они здесь не коренные, им надо здесь более и глубже корни пустить. Вот. Все основные такие достаточно серьезные должности были за грузинами. Вот. И у них все были возможности, но им было мало. Вот. Им было этого мало, и они вытесняли. Они не давали здесь жить, они не давали здесь разговаривать на языке. О чем они думали? Ну, это такая была политика, такая была установка. И все маломальски, начиная от ребенка и заканчивая взрослым, вот, они именно этого и придерживались. Сложно говорить вот в 2017 году про то, что было в 30-х годах прошлого столетия. Другая была действительность, другие были реалии, другие были ценности. И насколько они вот сочетались и были с Апсуара, это все очень сложно. На самом деле, в итоге-то потом выяснялось, что доносительством занимались самые-самые близкие люди. Люди, которые вроде бы жили через изгородь, да, через забор. И при всем при этом они, чтобы выжить, да, вот получается так, чтобы выжить, они вынуждены были доносить. Вот. Обвинять их сейчас в чем-то, это самое простое. Надо сперва окунуться в те реалии, а потом можно будет понять, как оно и было на самом деле. Но были же другие, которые протягивали руку, которые... Да, мама рассказывала, что вот, например, председатель колхоза втайне от всех ночью, когда уже дедушку моего репрессировали, они нуждались, на самом деле нуждались, вплоть до того, что им кушать нечего было. И он поздней ночью на Арбе привозил им какие-то запасы еды, но при этом очень просил никому об этом не говорить. То есть он вынужден был вот эти свои человеческие поступки скрывать, потому что это
фатально сказалось бы на его судьбе и на его семье. Вот. Судить этих людей самое простое, а вот просто не знаю, давайте, я думаю, что... А мама их простила? Она судила? Ну, по крайней мере, я вот не слышал такого, чтобы она вот как конкретно про кого-то как-то вот так высказывалась, говорила, что, там, что хотела бы отомстить или что она проклинала кого-то. Вот. Самое интересное, что первый стих, который она написала, был посвящен Сталину. Вот она реальность. Да, вот человек, который перечеркнул, да, вот так наизнанку вывернул ее детство, она ему посвятила свой стих. Вот это и есть наша действительность, ну, вернее, та действительность, да, вот, вот только в призму вот этого можно понять, что тогда происходило. Я жил в доме, который построил мой отец для деда, где дед умер. Ну, я не знаешь, как, ну, все-таки честь фамилии – это не пустой звук. Это, мне кажется, каждый человек, не обязательно там Гуля, да, фамилия. Мне кажется, честь своей фамилии должен поддерживать и каждый человек, и каждой фамилии. Поэтому вот я думаю, вот это, конечно, и слава Богу, от многого плохого меня и уберегло. Я так думаю. О дедушке я могу судить только вот по рассказам его супруги, моей бабушки, по рассказам отца, моей мамы. Ну, как я понимаю, вот, ты знаешь, наверное, был безумно трудолюбивый и очень крепкий человек, потому что сделать то, что он сделал, не обладая вот такой крепостью характера, веры в то, что это нужно твоему народу, и без безумного трудолюбия, конечно, было сделать нельзя. Потому что мне рассказывала бабушка, когда он издал первую книгу на абхазском языке, он ездил и раздавал по деревням абхазам. А моя бабушка говорит: слушай, а зачем ты это делаешь? Они же не умеют читать. Он говорит: знаешь, говорит, Елена, они сначала вырвут одну страницу, закрутят там, скрутят самокрутку, выкурят, наверное, и вторую там покурят, а потом все-таки заинтересуются. Может быть, детям покажет. И ты знаешь, вот это надо быть большим оптимистом, чтобы потом это оказалось правдой. Ведь отставание часто проявляется еще в том, что новые технологии, достижения научно-технического прогресса плохо реализуются иногда. То есть мы можем использовать технологии, которые уже существуют, но эти технологии не ложатся на благоприятную почву, поскольку по причине отставания эта почва не сформирована. И получается вот такой разрыв. Разрыв между уровнем образования там, специалистов или там, граждан с одной стороны и теми технологиями, которые нужно осваивать. Поэтому вот такое явление, о котором ты говоришь, оно приводит к дуализму в экономике, когда сосуществуют и современные технологии, современные фирмы, и вместе с ними, значит, мы видим и такие, так скажем, архаичные формы организации и производства в том числе. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия. Уважаемые товарищи, сейчас вы увидите документальный фильм о Вере Игнатьевне Мухиной, гениальном скульпторе нашего века. Как было нам тяжело, это совершенно точно, потому что нам давали текст,
И этот текст вот ни влево, ни вправо, никуда. И у нас даже такую поговорку русскую, народную, слово «не воробей вылетит, не поймаешь», у нас перефразировали. Это еще на радио. А у нас на слове поймают так, что вылетишь, как воробей. Я периодически как бы думаю, вот все ли я там, что я там писал и так далее. Стыдно ли мне за какой-то материал. В общем-то, в реальности мне не стыдно, я не брал никогда ни за один материал деньги. Ну, то есть, кроме того обычного там гонорара, если ты работаешь там на кого-то, ты получаешь дежурный гонорар. Это да, вот так, чтобы у кого-то там брал деньги, я не писал по чьим-то, то есть рекомендациями я тоже никогда не писал. Да, ошибался, но все мои ошибки это были, наверное, искренние, то есть и ошибки. И с другой стороны, написал свое имя, да, это в агентстве там или где-то еще, ты, ну, условно говоря, ты можешь не написать, там бывают там, в общем-то, вот, без фамилии, без имени, без фамилии. Но если ты уже где-то подписал там свое имя, в общем-то, это должно быть тебе как бы... Ты за это несешь ответственность. Было бы, наверное, стыдно, если это было бы халтура.